Мы просто должны понимать, что исторические события имеют свою логику. И в 1991 году не могли выбрать Черновола. И не могла Украина пойти так. И они не идут так, как нам хочется. А они идут только так, как они могут идти. И вот все говорят, что вот мы 25 лет коту под хвост. Да, это именно так. И по-другому и быть не могло никак. Вот такая реальность. И реальность это не только в Украине, а всюду. И французская революция могла произойти только в 1789 году и никак иначе. И дальше, и дальше, и дальше, если мы будем брать любой факт, он мог быть только вот так вот и никак иначе. Мне рассказывали, как Янукович, стоя в Вильнюсе на здании музея, где был вот этот саммит, где он должен был подписать Евроассоциацию, он стоял, и ему позвонили. Ну, примерно понятно, кто ему звонил. Он изменился в лице, его окружили охранники, и он даже не подписал, вот знаете, почетных гостей, вот где в музее. Ему директор, не директор рассказывал, предлагал написать, охранник сказал, ничего не будет подписывать. Они боялись, что ему дадут подмахнуть Евроассоциацию случайно. Вот. А если предположить, что Янукович был менее трусливым, менее зависимым от Путина, и вот он подписал бы эту Евроассоциацию, а исполнять бы ее не стал. И не было бы Майдана, например. И вот тогда твоя теория немножко рушится, нет? Нет, ничего не рушится, потому что я тогда, когда он поехал в Вильнюс, я Бога молил, чтобы он не подписал. Потому что если бы он ее подписал, он бы вернулся назад императором на белом слоне, помахал бы этой бумазеей, и все бы ему аплодировали, и мы терпели бы его до сих пор. Но поскольку он мудак, и те, которые ему дают советы, такие же, как и он, а по-другому не бывает, вот теперь мы получили то, что есть. И мы дальше переходим к моей теории. Представь себе, что они не отобрали бы у нас Крым и Донбасс. Могли бы мы, имея электорат Крыма и Донбасса, провести хоть какие-нибудь реформы? Мы сидели бы в такой же жопе. Очень трудно как-то классифицировать какие-то события, когда нет временного люфта. Мы часто воспринимаем какие-то вещи, что это очень плохо. А на самом деле, потом, по прошествии времени, мы видим, что именно в этом был единственный выход. И это было хорошо. В перспективе хорошо. Хотя, может быть, сейчас нам кажется, что это очень херово. Ну, просто... И поэтому я просто хочу продолжить, что на самом деле они же все время дают в штангу. Каждое движение, но это фактически цуксванг. Все, что они делают. И в итоге, кому мы обязаны вот незалежностью и всем вот этим 4 года и взлетом национального сознания, вот этим вот Томасом и всем мы обязаны только одному человеку, Путину. Не нам, а Путину. Он все это замутил. Если бы он это все не замутил, ну вот, если бы он был бы человеком каким-то умным. Вот у нас революция, допустим, Янек сбежал. Он бы сказал, какие вы замечательные наши братья, вы прогнали этого коррупционера, вот вам деньги на развитие, все. Элита была бы разложена тут же. Вот. Мы стали бы тут же прекрасной большой областью этого Казахстана.